Приветствую вас, друзья, родственники и мои тайные подписчики. Почему тайные? Потому что я вижу, что на канале количество подписок растет, несмотря на то, что я ничего практически в последнее время не добавляю. Но комментариев при этом не прибавляется. Такое ощущение, что люди просто вы подписываетесь и как-то очень тайно, молча подглядываете. У меня такое ощущение, что у меня там какие-то призраки на канале в подписках. Но ничего страшного. Снимаю я это видео, чтобы освободить немножечко свою голову от темы, которая последние, наверное, недели 2 крутится так с периодичностью. И вот вчера ночью она у меня как-то очень активно так поселилась в голове, и я решила просто высказать ее и забыть. Почему я не снимаю, не делаю ролики последние недели 2? Я очень люблю снимать, снимаю много, часто, и за последний год я практически ежедневно что-то понемножечку монтировала. А за последние 2 недели я, соответственно, ничего не монтировала. Почему же так произошло? У меня на Винчестере скопилось такое огромное количество разных материалов, что когда я, например, в апреле летела в Питер, то мне пришлось просто удалять часть материалов, чтобы освободить Винчестер, чтобы взять его с собой. Мы вообще заказали новый, но нам его тогда не привезли, и пришлось подчищать то, что имелось. И я себе дала слово, что пока я не смонтирую все, что у меня имеется, я не приступлю к новому. Но, естественно, я не сдержала это слово. Естественно, я продолжала снимать в огромном количестве. Но в последнее время просто я уже точно решила, что мне нужно доделать то, что... Кто там в кустах? Решила, что мне нужно доделать то, что уже имеется, и только потом приступать к новому. Но это такая незначительная причина, на самом деле, ее можно обойти, если есть очень большое желание что-то снять, то, конечно же, можно это сделать. Но вот такая причинка есть. Следующее. Мне стало хотеться, мне изначально хотелось, чтобы у меня на канале были какие-то полезные видеоролики с какими-то полезной, с какой-то информацией. Но в последнее время это желание усилилось, и тем уже очень много скопилось в голове, на которые я хотела бы, которыми я хотела бы с вами поделиться. Но сложность в том, что у меня пока не получается структурировать информацию. Я когда начинаю изучать вопросы, о которых я хотела бы поговорить, информация, знаете, она как снежный ком накапливается. То есть я начинаю углубляться в вопросы, информации все больше, больше, больше. А мне хочется очень простым языком, простыми словами, в коротеньких видеороликах что-то полезное такое в сжатой форме доносить. Но пока мне не получается структурировать все это дело. И поэтому я откладываю. Не знаю, сколько еще буду откладывать. Это еще одна такая причина. И третья причина. Мне хотелось бы, наверное, делать ролики такие более, скажем так, жизненно простые. Просто у меня сейчас ролики, я монтирую так, как мне нравится самой смотреть. То есть я не люблю, когда много всякой воды в видео. Мне нравится, когда они коротенькие и более-менее такие емкие. Мне нравится, когда они красивые, когда там до лоска дочищено, то есть какие-то там паузы убранные. То есть такой более-менее динамические ролики мне нравятся. А такой монтаж, он не показывает настоящую жизнь. То есть этот лоск, он очень сильно приукрашивает то, что есть на самом деле. А мне хотелось бы более настоящую, что ли, жизнь показывать. Потому что меня очень часто, хотя нет, не часто, в принципе, но довольно-таки регулярно спрашивают даже незнакомые мне люди о нашей жизни в деревне, о том, как мы живем, почему мы уехали из Питера, чем мы там занимаемся, не скучно ли нам. И эта тема, она довольно-таки интересна, и она, если бы я снимала более простые видео, я просто уверена, что она вдохновила бы некоторых людей на какие-то изменения в своей жизни. Но мое чувство прекрасного, оно мне пока не дает, не позволяет делать такие простые ролики без доведения конечного ролика до такого лоска. И поэтому я тоже пока не снимаю. Сейчас
Сейчас я вам покажу, где я тут. Смотрите, бараны. Это соседский участок. Я сейчас иду по соседскому участку, где такой лесочек. Вот. Там курицы орут. Вот. Иду в обратную сторону. Ну, в общем, я высказалась. Это такие 3 основные причины, по которым я не снимаю. И все-таки я надеюсь, что я себя в какой-то мере... Хотя нет, пересиливать я себя не буду, не хочу. Я надеюсь скорее на то, что я научусь как-то структурировать информацию. Сейчас я это учусь письменно делать. То есть я для ближайшего ролика, который я хотела бы, только полезный, как мне кажется, с полезной информацией, я его текст приблизительный пишу в компьютере. Как только я его начала писать, у меня снежным комом начала добавляться какая-то информация, и все больше, больше, больше. И вот сейчас я пытаюсь, то есть я каждый день понемножечку редактирую этот текст, и на каждый следующий день со свежей головой я смотрю на то, что я уже написала, и таким образом, я так много «и» говорю, кошмар. И учусь структурировать текст и удалять удалять ненужное. Когда у меня получится более-менее адекватный текст, я, наверное, сниму это видео. Это видео будет на тему... Не буду говорить, неинтересно будет смотреть. В общем, так. Видео получилось какое-то длинное, по-моему. Очень много болтовни. Но иногда можно выговориться. У нас сейчас все наши русские соседи уехали, кто до моря, кто еще куда-то. И вот я разговариваю сама с собой теперь. Почему бы не поговорить самой с собой? Да ведь? И с вами, мои подписчики-призраки. Пожалуйста, напишите хоть один комментарий, чтобы я знала, что вы вообще живы, и что вообще вы это человек, а не какой-то робот. Не, конечно, можете не писать, но мне было бы на самом деле приятно и интересно познакомиться и вообще понять, кто на меня подписывается, потому что даже вот за последние я не знаю, сколько я не добавляла ролики, 2-3 недели, подписчики все равно, ежедневно несколько человек подписываются, и для меня это удивительно. Кто вы? Напишите мне хоть пару слов, мне будет приятно. Вот, все, пока. Заговорилась я, заболталась. Вот это уже, кстати, наш участок, это сливовый сад. Сливку мы уже собрали, сушим пастилу, чернослив. Варенье в этом году не стала делать, потому что еще с прошлого года не съели. Солнышко встало. У нас сейчас приблизительно где-то 7:30, и сегодня встала в 6 утра. Да, сегодня я начала новую жизнь. Я люблю всякие даты, типа 1 сентября, 1 января, 1 марта. Вот. И сегодня такое очередное 1 число. Такое 1 число, 1 сентября, это начало осени. Вот. И я решила начать новую жизнь. Выписала себе целый список пунктиков, которые я хотела бы реализовать в своей новой жизни. Вот. И надеюсь, что постепенно они, плавно эти пунктики вольются в мою жизнь. Может быть, потом я об этом расскажу. Эдакие полезные привычки. Одна из них — это рано вставать. Сегодня я сама проснулась в 6 утра без будильника. Такая я молодец. Всем пока!